В своем видео о классическом и современном тангризме я объяснял, что мое мировоззрение основано на базисе современного тангризма, то есть на приемлемом для всех людей доброй воли кредо и совместимом с научным мировоззрением восприятии понятия Бога. Я объясняю, что на этот базис может быть воздвигнуты любые настройки, навеянные родной культурой человека. Далее я буду рассказывать, какие настройки я собираюсь возвести на этот базис. Начнем с настроек, которые навеяны моей родной культурой, а моя родная культура – это якутская культура. Якутия – тенгрианская страна. Или лучше говорить тангрианская, потому что по-якутски бог Тенгри произносится как Тангара, или если произнести на русский манер, то Тангра. Достаточно посмотреть на государственные символы Якутии. На дверях парламента Якутии изображены тангрианские кресты. Почти все якуты в день летнего солнцестояния участвуют в великом тангрианском празднике Ыхых, кульминационным моментом которого является обряд встречи солнца. Строятся тенгрианские культурные и культовые центры. Официально зарегистрированы тенгрианские организации. Поэтому Якутия представляет большой интерес для всех, кто интересуется тенгрианской религией или современной философией тангризма. Начнем с того, что при переводе религиозной литературы на якутский язык используются тангрианские термины. Бог переводится как Тангара, христианство как Тангара-Юрага, то есть учение Тангра, церковь как Тангара-Джете, дом Тангра. Используются термины Ага Тангара, Отец Бог, Ол Тангара, Сын Бог, Христос и так далее. Но даже немногочисленные якуты-христиане, отмечающие серьезно некоторые основные православные праздники, продолжают придерживаться тангрианских ритуалов поклонения духам, кормления огня. Таким образом, на самом деле, большинство народа воспринимает христианство как часть тангризма. И это соответствует тому, что в эпоху классического тангризма степняки считали, что на самом деле они верят в того же Бога, что и христиане, мусульмане, иудеи, что все религии являются различными путями, ведущими к единому и великому Богу. В связи с этим я напоминаю, что классический тангризм удивительно близок к естественной религии философов просвещения. И что Дидро писал: нельзя ли сказать, что все религии мира просто секты естественной религии, и что иудеи, христиане, мусульмане и даже язычники также лишь натуралисты-эретики и натуралисты-схизматики? На этом основании я с удовольствием посещаю христианские храмы, при условии, что там не говорят, что я раб Божий. Croyons qu'il vit désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Особенностью тангризма является то, что в нем человек не считается рабом Божьим. И это очень приятно. В связи с этим хочу процитировать Йоханна Хейзинга, который считал, что игра оживляет все основные проявления человеческой культуры, включая религию.
Он писал: участники религиозного мероприятия убеждены, что их действия приводят в некоторой степени блаженства и ведут себя более возвышенно, чем в обычной жизни. Тем не менее, этот спектакль сохраняет во всех отношениях все формальные характеристики игры. Он играется, ставится как праздник, то есть радостно и свободно в пределах разрешенного для него пространства. Для всех, кто интересуется тенгрианской религией, будет интересно узнать, что Чингисхан, по-якутски Чингисхан, является одним из самых уважаемых небожителей якутского тангризма. Для обозначения небожителей современные специалисты по якутскому тангризму используют термин «аи». Слово «аи» переводится как «создание». На русский язык термин «аи» переводят иногда как «божество», что неправильно. Некоторые специалисты, например, Терис, считают «аи» ипостасями Тангра, то есть единого Бога. Я лично предпочитаю перевод «святые» или даже «ангелы». Поэтому термин «аи-юрага», который иногда используется для обозначения якутского тангризма, можно перевести как ангелологию, то есть только час религиозного учения. Лена Федорова считает, что аи являются вознесенными некогда на небо бессмертными душами праведных предков. Краевед Илья Байшев говорил: аи рождаются на земле, потом они взлетают на небо. В связи с этим я хочу остановиться на учении Лазаря Афанасьева Терис. Он был кандидатом филологических наук и был воспитан в детстве бабушкой в духе тангрианской морали. Терис начал с 1983 года научные исследования на тему традиционного верования якутов. Он заявляет, что существует только один бог, называемый у якутов Тангра. Тангра – живая сила, создавшая Вселенную. Тангра, создавший мир, является единственным, и его якуты зовут Светлый Бог Господин. В христианском учении Бог является единым в трех лицах, хотя это достаточно трудно воспринимать. В схеме Терис Бог Тангра является единым в 9 лицах основных небесных аи, каждый из которых может проявиться в 7 образах. Это, конечно, еще труднее воспринять. Множественность этих ипостасей аи в учении Терис вызвано желанием использовать максимально богатство якутской обрядовой поэзии. Поэтому лучше воспринимать ипостаси аи как чисто поэтические образы, характеризующие различные возможности получения помощи от Тангра. Еще проще воспринимать их как различные имена Тангра. Помню, что в исламе Аллах имеет 99 священных имен. Почему же Тангра не может иметь 63 священных имен? Тогда все становится естественным. В учении Терис каждой из 9 основных ипостасей Тангра соответствует свое небо, которое символизирует морально-нравственное развитие человека. То есть эти небеса воспринимаются символически. Конечно, Терис не верит, что во Вселенной существует 9 каких-то там сфер небес. Человек в своей жизни должен стремиться совершить путь через эти небеса, то есть стараться совершенствовать свои нравственные, интеллектуальные и другие положительные качества, пообщаться с помощью молитв и обрядов с ипостасями аи, символизирующими эти качества. Это называется «идти дорогой аи». Вот именно в этом и состоит суть учения Терис. На самом деле в учении Терис нет никакой необходимости рассматривать Бога как Создателя, ибо это недоказуемо и ведет к нескончаемым дискуссиям. Можно просто придерживаться нашего определения Бога, Тангра, как совокупности неизвестных науке сил, полей и их источников, способных помочь человеку.
Перейдем теперь к якутским тенгрянским молитвам. Для нас тангрянская молитва является способом мобилизации своих жизненных сил. Таким образом, тангры являются для нас в значительной мере символом, позволяющим мобилизовать психологические и другие внутренние известные и неизвестные ресурсы. Я перевел молитвы Алгыса Териса на русский, французский и английский языки. В учении Териса Бельге-хан и Танха-хан являются покровителями знаний. Лена Федорова и Илья Байшев считают, что Бельге-хан – это исторический Бельге-каган тюркского каганата, душа которого после смерти вознеслась на небо. Байшев считает, что Танха-хан – это советник тюркских каганов Таньюкук. Я согласен с такой интерпретацией и прочитаю вам молитву Бельге-хану. «Почтенный владыка знания Бельге-хан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, лах, буду помнить сказанное. Пусть откроется дорога мысли, раскинется путь знания, пусть еще лучше слышат два моих чутких уха, пусть еще лучше видят два острых глаза. Пусть вливается знание мое в головной мозг, исследую пути срединного мира, изучу дорогу страны Тангра. Пусть станет больше освоенных понятий, пусть углубляются полученные знания, пусть развивается интуиция и стану красноречивее, пусть по нервам идут побуждающие стимулы, буду задавать вопросы о 4 странах света. Дом, да будет так». Как вы видите, это очень современная и полезная молитва. Теперь я прочитаю молитву Танха-хану, то есть Таньюкуку. «Владыка предвидения Танха-хан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, буду помнить сказанное. Буду использовать способность предсказания, буду замечать невидимое в видимом, буду видеть неизвестное в известном, буду знать, что за каждым краем что-то есть, но каждая глубина имеет дно. Предскажу возможности, собравшиеся справа, почувствую печали, столпившиеся слева, не дам приступить мою длинную тень, буду чувствовать спиной и видеть затылком. Разовью хорошо чувство предвидения, пусть откроется 9 чувств, да будет так». Тоже очень хорошая молитва. Теперь я вам прочитаю молитву самому Чингисхану. «Крепкий владыка Чингисхан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, прошу поддержать меня. Пусть будет отличным состояние и крепкими сухожилия, не подпущу недобрых духов, не приближу плохих духов. Не укусит волосатая собака, не будет рычать серая собака. Не позволю грозить рогатым, не стану общаться с непонимающим. Не дам перейти дорогу, не позволю грызть сзади, не поддамся на нажим, не пропаду под копыта. Не буду сердиться из-за малого, паниковать из-за большого. Пусть мысли будут широки, как море, пусть будут уверенным ум и характер, да будет так». Еще одна якутская молитва Чингисхану. «Надежный владыка Чингисхан, посмотри на меня, улыбнись благосклонно, прошу поддержать меня. Пусть будет состояние крепким и будет поддержка Тангра. Буду невозмутим снаружи, будет все в порядке внутри. Буду придерживаться своих слов, не нарушу заветных слов. Не отвлекусь на суету, не буду вести себя бестолково, не буду нерешительным, не буду суетливым, как вода. Буду верить Тангра, надеяться на покровительство. Пусть все будет хорошо, не меняется состояние. Буду крепок, как священный столб, да будет так». Возникает вопрос, откуда у предков якутов такое уважение к Чингисхану? Наиболее почитаемым предком якутов считается Эллей Батур, который родился
в XIV веке, где-то при Байкалье или, может быть, даже южнее. Его отца звали Татар Тайма. Из этой карты видно, что Прибайкалье находится недалеко от сердца Великой империи тюрко-монгольских народов, созданной Чингисханом и его потомками. Поэтому ясно, что предки Эль-Батора принимали активное участие в жизни этой империи. Многие из них служили в войсках и совершали дальние походы. В любом случае, все они прекрасно знали кредо классического тангризма, которое говорило о возможности вечного мира в случае объединения всех народов. Так как популяризация этого кредо по всему миру в XIII веке была связана с именем Чингисхана, то мы назвали кредо классического тангризма доктриной вечного мира Чингисхана. Великие политические и военные успехи Чингисхана объяснялись народом из степей богоизбранностью. Поэтому неудивительно, что после своей смерти Чингисхан для народов степей стал небожителем. Кто такой Адун-хан, который пользуется в якутском тангризме таким же уважением, как Чингисхан? Байшев считает, что это Модун-хан, Модешаню, создатель первой гунской, или, как еще говорят, хунской империи. Мы с этим полностью согласны. Разумеется, не все якутские верования можно отнести к тенгрианской религии. Например, черные шаманы являются народными лекарями или колдунами, чародеями. А вот белые шаманы, они являются настоящими жрецами тангрианской религии.